День, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на очередном методическом семинаре в нашей онлайн-школе «Точка роста». И мы с вами, наши занятия набирают обороты, и уже от частных вопросов мы переходим к вопросам интеграции. И речь сегодня пойдет об интеграции общего и дополнительного образования на базе новых субсидиарных сущностей, новых центров образования. Так, сегодня мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Это государственная политика на современном этапе в области дополнительного образования, формирование функциональной грамотности в системе дополнительного образования. Рассмотрим ряд программ, которые представят наши коллеги. Еще раз обратим внимание, какое новое формируется социально-культурное пространство, имеющее большое значение для развития не только учащихся, но и их родителей. И перечислим критерии эффективности интеграционных процессов. Сегодняшними нашими экспертами будут, позволю вам, представить Гончарову Оксану Валерьевну, это директор Федерального института культуры, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры, Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий, кандидат педагогических наук. Ее выступление состоялось 15 сентября на окружном форуме, на Сибирском окружном форуме, который был посвящен как раз организации работы новых субсидиарных сущностей. Ее выступление очень интересно, займет где-то около 30 минут, и это будет компенсировать некоторые корректировки среди наших экспертов. Так, следующие эксперты – это педагоги из средней общеобразовательной школы села Мутный Материк, муниципального городского образовательного округа Усинск, Артеева Екатерина Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе, и Немчинова Дарья Андреевна, учитель географии и биологии. К сожалению, видимо, по состоянию здоровья Николай Юрьевич Попов не сумел подойти на наш методический семинар. Несколько слов общей характеристики дополнительного образования. Нужно сказать, что дополнительное образование сейчас очень таким широким фронтом представлено в самых различных образовательных организациях. И таким образом школы, гимназии, лицеи становятся действительно центром нового современного образования, где формируется новое образовательное пространство, в котором и дети, и их родители, и педагоги получают какой-то новый такой творческий настрой для работы и получения образования. Следующий документ – это концепция развития дополнительного образования детей. И приказ об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Эти федеральные документы являются основополагающими для разработки нормативных актов как регионального, так и локального уровней. Напомню, что дополнительное образование – это такой вид образования, который направлен на удовлетворение индивидуальных потребностей человека в плане развития его интеллектуальной, духовно-нравственной сферы, физическом развитии. И причем это дополнительное образование, оно не способствует повышению уровня образования, а именно, повторяю, направлено только на развитие личностных каких-то индивидуальных качеств и потребностей. Дополнительное образование представляет собой новые возможности для социализации детей и их профессионального ориентирования. Дополнительное образование направлено таким образом на
грамотная на организацию свободного времени детей с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. Дополнительное образование очень многогранно и осуществляется по 6 направлениям. Это туристско-краеведческое направление, это физкультурно-оздоровительное направление, техническое, естественно, научное, художественное направление. То есть спектр достаточно широкий и позволяет таким образом охватить всех обучающихся от начального уровня образования и заканчивая средним общим образованием. В каких направлениях будет развиваться у нас в дальнейшем дополнительное образование, об этом как раз нам сейчас и расскажет Гончарова Оксана Валерьевна. Да, пожалуйста, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Огромное спасибо, Лариса Олеговна, за эту возможность поговорить с целым федеральным округом, вот таким образом мощным. Я хочу сказать, что все то, о чем сегодня говорилось, и как представляли сидящих и присутствующих в зале, и когда говорится об открытии вот этих новых субсидиарных сущностей, уже даже без объявления этой темы, но говорили о дополнительном образовании с самого начала, потому что все то, что касается сейчас развития программ внутри точек роста, школьных кванториумов, IT-кубов, домов научной коллаборации, это все дополнительное образование. Тема моего выступления, заявленная в программе, это государственная политика в сфере дополнительного образования детей, целевая модель развития региональных систем дополнительного образования, промежуточные результаты. Но я прекрасно понимаю, что сегодня нужно для вас, в основе своей учителей просто представить дополнительное образование, пригласить вас в эту систему, заманить туда, заставить ее полюбить, так как вы любите свое учительство, свои ВГОСы, свои стандарты, свою подготовку к ЕГЭ, то, что составляет сейчас классное руководство, то, что составляет основу вашей профессиональной жизни и деятельности. Хочется развернуть и представить вам ту палитру, бесконечную палитру возможностей, которые дают дополнительное образование не только детям, не только родителям, оно дает огромные возможности для самих педагогов. И прежде чем говорить о таких серьезных вещах, как целевая модель, я представляю себе, что наверное, не очень вы знакомы даже с этими терминами и с самой риторикой дополнительного образования. Я сейчас очень коротко скажу, что дополнительное образование, педагогами которого вы должны будете стать, разрабатывая программы дополнительного образования, научившись их разрабатывать, очень коротко скажу, что программы дополнительного образования делятся на две категории – предпрофессиональные и общеразвивающие. Предпрофессиональные программы даются в школах искусств, которые подведомственны и Министерству культуры, и частично, небольшой частью Министерству просвещения. А вот мы с вами сегодня с самого утра говорим об общеразвивающих программах дополнительного образования. Для предпрофессиональных программ есть федеральные государственные требования ФГТ, это аналог стандартов ВГОСов. А вот для общеразвивающих, дополнительных общеобразовательных программ таких стандартов нет. Есть рамка нормативная, это 196-й приказ Министерства просвещения Российской Федерации, который говорит, закрепляет направленности, 6 направленностей дополнительного образования и ту рамку программ, которые, как должны выглядеть программы и как они должны реализоваться. Все остальное – это в руках руководителя образовательной организации и ваших собственных. Программу дополнительного образования никто, кроме руководителя вашей организации, не утверждает и не согласовывает. Вы, собирая потребности, которые рождаются в вашей организации от детей, от родителей и от государства, которое поставляет вам оборудование для новых мест, открывает новые кванториумы, точки роста, вы собираете эту потребность,
конструируете, составляете программу и отдаете ее на подпись руководителю организации вашей. Все. На этом, ну, понятно, что методическое сопровождение, надо знать, уметь, дидактические материалы, обязательно должна быть и аттестация внутренняя, никакой итоговой аттестации в дополнительном образовании нет, и никаких документов по итогам общеразвивающих программ не выдается. Это то основное, при входе в дополнительное образование вы должны знать, чтобы не пугаться, что вы не готовы, что вам не хватит образования для этого. Ну и последние годы это такая вводная часть. Когда я сейчас начну говорить о государственной политике, я просто хочу сказать, что целевая модель развития региональной системы дополнительного образования – это то, как должна сейчас существовать дополнительное образование, как оно регулируется, как оно финансируется, как оно управляется и как изменяется его содержание. Поэтому это, если таким человеческим языком, и на выходе мы должны получить новую систему финансирования и новые обновленные программы, новое содержание дополнительного образования детей, направленное на все категории детей, на детей одаренных, на детей со слабыми образовательными результатами, на детей с разными потребностями образовательными, с ОВЗ, инвалидностью, с детьми-сиротами, дети неблагополучные. Вот все эти категории детей должны получить качественные программы, в случае детей с ОВЗ инвалидов адаптированные программы, и они должны быть суперсовременными. Пока система общего образования может столкнуть что-то и изменить, программы дополнительного образования – это палитра широчайшая возможностей, которые вы можете дать в руки детям и сами внутри вырасти и повысить свой профессиональный рост, сами погружаясь в эту систему. Ну и коротко, Лариса Олеговна, я прошу вас вот те 20 минут, чтобы я больше не… Вы меня просто остановите, хорошо? Оксана Валерьевна, я не посмею этого сделать, потому что я сама вас слушаю с большим удовольствием. Хорошо, спасибо большое. Я буду следить. Современная система дополнительного образования, то, о чем я сказала, это важнейшая составляющая социальной политики государства в области детства, воспитательное пространство детства, для воспитания огромные возможности, сложившиеся в современном российском обществе. Нам, взрослым, необходимо мобильно реагировать на происходящие изменения, готовя взрослеющего человека к той созидательной жизни и деятельности в изменяющемся мире, о том, о чем говорила Ольга Николаевна. Дети наши плохо умеют, они много знают, плохо умеют применять. В жизни это знание, дополнительное образование вам в помощь, вам и вашим детям. Именно современное дополнительное образование детей выступает как реальная ценность, как необходимая предпосылка успешного продвижения ребенка по жизни, как возможность стать успешным, состоявшимся человеком и достойным гражданином своей страны. В период с 2016 года в системе дополнительного образования детей произошли поистине тектонические сдвиги. За прошедшие 5 лет система дополнительного образования динамично развивалась в рамках в начале приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей», а с 2019 года федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования, который предусматривает мероприятия по увеличению охвата детей дополнительным образованием, вы все об этом знаете, обновление содержания и методов обучения, развитие кадрового потенциала, о чем сегодня не раз говорилось, и модернизации инфраструктуры дополнительного образования. Лариса Олеговна сегодня всю палитру модернизации инфраструктуры предоставила. Главным достижением с 2015 года стало увеличение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 15 до 18 лет. Так, доля детей в 2015 году составляла 68%, сейчас она выросла до 74,9%, и
вы должны понимать, что к 2024 году это должна быть цифра 80%, и к 2030 году нарастающим итогом 82%. И вот те 18% детей, которым мы даем возможность не заниматься дополнительным образованием, если они не хотят, ну, должен быть и такой выбор у ребенка, у родителя, у семьи и у общества. Хочу сказать, что, сейчас еще скажу о достижениях. Наблюдается рост организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. В 2017 году их было 56 тысяч, а к концу 2021 года стало более 58 тысяч. И это благодаря включению вас, учителей, в систему дополнительного образования детей, общеобразовательные школы, система СПО, вузы, дошкольные организации широким фронтом заходят в дополнительное образование детей. Развивается современная инфраструктура дополнительного образования. Мы уже сегодня говорили о кванториумах, IT-кубах, домах научной коллаборации. 520 тысяч новых мест создано для дополнительного образования, и к концу этого года будет создано еще 380 тысяч мест, почти 1 миллион новых мест. Это значит, это должны быть новые дети. Такая ставится задача: на эти места должны прийти новые дети. Чтобы пришли новые дети, должны появиться новые программы, должны откуда-то взяться новые педагоги. Должен мир дополнительного образования, конечно, перевернуться. И без вас, уважаемые школьные учителя, этого никогда не произойдет. Этого просто не может быть. Именно вы, мы вчера говорили с руководителями алтайских краевых центров о том, что мы говорили о том, что сейчас боятся конкуренции с частными организациями. Я им говорю: коллеги, вам бояться конкуренции вообще не нужно, но первые, самые главные ваши конкуренты – это школьные учителя, которые научатся давать классные современные программы доп. Образования. И в школах полного дня, когда родителям не надо будет ребенка перевозить из места на место, особенно в больших городах, дополнительное образование организации начнут проигрывать школьным учителям, школьному дополнительному образованию. И вот тогда начнется истинная конкуренция, битва за качественные современные программы. Я хочу сказать, что за эти годы не только нужно говорить о тех достижениях, но хочется сказать о тех трудностях и проблемах, которые сохраняются в системе дополнительного образования. Это неравная и неравномерная территориальная, инфраструктурная, финансовая доступность дополнительного образования детей. Вы все прекрасно знаете, в Сибирском округе большое количество сельских территорий, и говорить о равной доступности городских возможностей, сельских возможностей для детей совершенно сейчас еще не приходится, хотя пандемия и дистант нам в этом в помощь. И тем не менее разрыв между городом и деревней, между богатыми и бедными, между возможностью оплачивать дорогое дополнительное образование для детей и не оплачивать, между здоровыми и больными детьми, разрыв этот сохраняется по-прежнему. Доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья тоже очень неравномерная. Неразвитость механизмов учета индивидуальных возможностей ребенка и образовательных потребностей и механизмов обеспечивания их сбалансированности с направлениями социально-экономического развития регионов. Мы говорим о том, что дополнительное образование, с одной стороны, должно быть профориентированным, оно должно готовить ребенка к жизни и работе в своем регионе, но все-таки, безусловно, учитывать его внутренние потребности, его желания и без сожаления, конечно, отпускать ребенка в то плавание, которое он выбирает себе сам, но вот этот разрыв между развитием и потребностью региональной социально-экономической системы и образованием, возможностями образования дополнительного и желаниями самого ребенка, он существует и не очень хорошо сейчас еще регулируется. И несоответствие темпа обновления материально-технической
базы, содержания, методов обучения дополнительного образования детей, профессионального развития педагогов дополнительного образования, темпом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Разрыв между педагогами дополнительного образования и школьными учителями сейчас существует, потому что в последнее время очень много насыщались школы быстрым интернетом, различными лабораториями, новыми дидактическими материалами, новыми продуктами, а система дополнительного образования только входит в эту фазу, поэтому разрыв между оснащением дополнительного образования, общего образования, он, безусловно, существует. И разрыв в развитии педагогов. Если учителей подгоняли, заставляли, потом уже сами угнаться за педагогами не можем, потому что вам надо все больше знаний, наши курсы начинают где-то отставать, мы сами начинаем за вами бежать следом, то педагоги дополнительного образования пока лишены такой системы мощной современной подготовки и переподготовки, и подготовки повышения квалификации. И, безусловно, недостаточное использование потенциала государственного и частного партнерства, о котором все меньше, раньше говорили больше, сейчас меньше, говорят, сетевых программ возможностей, небольшая доступность для частного бизнеса к государственной системе, государственному финансированию, ну вот через... как раз через навигаторы, сейчас через ПФДО, через персонифицированное финансирование это идет. Обособленность дополнительного образования, его оторванность от общего, от профессионального образования и высшего. Нет такой интеграции, которая должна быть между всеми уровнями образования и видом дополнительное образование детей. И, безусловно, я думаю, с этим сталкиваетесь все вы часто, это межведомственная разобщенность, это почти все регионы показывает, культура, спорт, образование, соцзащита. Зачастую находясь в одном регионе, не могут договориться о совместном финансировании, передаче денег на разные программы из разных систем, не могут договориться о нормативных документах. Поэтому вот эта межведомственная разобщенность тоже мешает развитию системы дополнительного образования. Ну и, безусловно, те проблемы, о которых мы говорили, и о которых мы держим сами, и мы знаем там о совершенно недостаточной нагрузки, там, зарплатах и так далее. Эти вопросы мы не обсуждаем, это мы знаем, эти проблемы все существуют. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации в 2019 году была утверждена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Заданы рамки целевой модели как комплекса организационно-управленческих мероприятий, внедряемого на территории каждого субъекта Российской Федерации. На сегодняшний день 72 субъекта Российской Федерации внедряют целевую модель и получили субсидии федерального бюджета. В рамках реализации целевой модели дополнительного образования созданы региональные модельные центры, создана вертикальная структура, региональный модельный центр, с которым вам всем придется познакомиться в своем регионе. Это центр, который является таким мини-проектным офисом именно для внедрения целевой модели. Этот центр, это ресурсный центр, это держатель программ, нормативных документов, помощи методической. В каждом муниципалитете или в объединенных муниципалитетах созданы муниципальные опорные центры. И это тоже вам в помощь. Вы должны знать, что в вашем муниципалитете есть муниципальный опорный центр. Внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей и персонифицированный учет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, она регулирует отношения, связанные с функционированием и развитием системы дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации. И самое главное, вот эта фраза, является обязательной для всех образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные программы.
начиная работать по дополнительным программам, уважаемые коллеги, ваша организация становится частью вот той региональной целевой модели развития дополнительного образования, и вы работаете по законам, прописанным в целевой модели. Я не буду сейчас озвучивать то, что на слайдах. Целевая модель – это создание условий, вы знаете для чего, гармонично развитой личности, формирование эффективной системы выявления поддержки талантов и увеличение охвата детей, занимающихся дополнительным образованием. В структуре целевой модели указаны общие требования к обновлению методов обучения и содержания дополнительных общеобразовательных программ, управлению региональной системой дополнительного образования детей, организационно-финансовой структуре, которая вызывает наибольшее число нареканий. Сейчас вам придется столкнуться с такими понятиями, как персонифицированный учет в дополнительном образовании и персонифицированное финансирование, навигатор программ дополнительного образования детей. Нам придется научиться со всем этим работать, и в этой философии, в этой религии надо научиться будет жить. Посмотрите, пожалуйста, это Сибирский федеральный округ, это годы старта внедрения целевой модели в регионах Сибирского федерального округа. Вы видите, целевая модель внедряется до 2024 года, но ваш федеральный округ в этом году завершает внедрение целевой модели. У вас только Республика Тыва и Республика Хакасия внедряет ее в этом году, создает вот те механизмы для функционирования. Во всех остальных регионах ваших действует целевая модель сложнее. Я не могу сказать, что она работает на 100% во всех регионах. Есть масса проблем, связанных с внедрением целевой модели, но вы, включаясь в программу дополнительного образования, становитесь реализаторами вот этих программ. Ну и очень коротко пройдусь быстренько дальше по слайдам. Это в рамках именно развития региональных систем дополнительного образования. Это увеличено количество интересных, так как модель целевая внедрена в ваших регионах, это значит, что уже увеличено число интересных современных программ, внедрены успешные практики персонифицированного финансирования, усовершенствовано нормативно-правовое регулирование, выданы сертификаты персонифицированного финансирования, которых уже в стране выдано больше 6 миллионов и государственным организациям, и частным организациям. Целевая модель к 2024 году будет внедрена во всех субъектах Российской Федерации и должна заработать в полную силу и на полную, ну, так сказать, катушку. Что это предполагает? Это повышение доступности качественных услуг дополнительного образования, это развитие материально-технической базы, создание условий для развития кадрового потенциала доп. Образования детей, интеграция общего и дополнительного образования, расширение доступа частных организаций дополнительного образования к предоставлению услуг, разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их самооценки и познавательных интересов, развитию государственно-частного партнерства, о чем мы уже говорили сегодня, формирование эффективной межведомственной системы управления. И за период внедрения целевой модели должны все эти механизмы во всех ваших регионах заработать. Прошу прощения. Как раз в рамках всей работы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» создаются условия для увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, для их втягивания, вовлечения в систему дополнительного образования детей. Вчера, говоря с Алтайским краем, разговаривая, я им привезла
итоги мониторинга двух направленностей, социально-гуманитарной и художественной, которые наш центр сопровождает. И вот мониторинг двух направленностей показал, что в Алтайском крае процент детей, вовлеченных в дополнительное образование, детей-инвалидов, детей с ОВЗ, выше гораздо, чем по всей стране. А так как на вопросы отвечали мониторинга в основном в большей части образовательной организации, то есть школы, это вы, коллеги, то это значит, что именно вы вовлекаете детей с ОВЗ, и вам это под силу, находясь вот в системе общего образования, вовлекаете детей в систему дополнительного образования, потому что в самой системе доп. Образования еще очень велики барьеры для входа детей с ОВЗ, за что хочется сказать вам спасибо и низкий поклон. В 2020 году, это очень важно, на базе Федерального государственного бюджетного учреждения Институт коррекционной педагогики РАО создан Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ, с инвалидностью, и разработан конструктор адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. Создан банк таких программ, и он размещен на едином национальном портале дополнительного образования детей. Этот ресурс должен быть вам в помощь. И на этом сайте можно зайти и завести свою программу и в конструкторе сконструировать из своей программы, адаптировать ее для детей с ОВЗ. Это большое-большое подспорье, этот конструктор работает, и Институт коррекционной педагогики, это их сайт, я вас тоже призываю пользоваться таким ресурсом. Ведется работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей. Вы знаете, что открываются региональные Сириусы, и их будет в каждом регионе. Их будет. Сегодня Лариса Олеговна говорила об этом. Дети поддерживаются единым реестром детей талантливых, и существует огромная система мероприятий по выявлению, поддержке талантов. Не буду на этом останавливаться. С учетом достигнутых результатов современное дополнительное образование детей определяется как пространство возможностей для реализации детей и раскрытия их талантов. Вот на какие направления будет усилия государственной политики до 2030 года направлены для развития системы дополнительного образования. Я не буду вам перечислять, их еще раза в 3 больше, чем здесь на слайде. Я о каждом уже чуть-чуть направлении сказала. Но вот вариативные модели интеграции дополнительного образования с разными структурами. Это школа полного дня, и это ваша задача, уважаемые школьные педагоги. Это сетевое взаимодействие образовательных организаций с иными организациями. Поинтересуйтесь, если у вас в регионе внедрена целевая модель, там должны быть созданы и распространены программы сетевые с работы с научными учреждениями, с учреждениями высшего образования, с дошкольными учреждениями, школьными, организациями доп. Образования, партнерами, бизнесом, общественными организациями. Такие программы, банк таких программ обязательно должен быть в вашем региональном модельном центре. Ну и масштабирование трансляции новых программ, развитие практик зачета результатов. Помните, мы говорили об этом, и сейчас это доступно, когда дети, которые занимаются в организациях дополнительного образования, результат их может зачитываться в общем образовании, просто с этим еще очень мало работает. И напоминаю, что можно к работе с дополнительным образованием привлекать студентов старше 2-го курса, которые прошли аттестацию за время обучения успешно и продолжают учебу в своей образовательной организации. Вот такие возможности ваш вход в систему дополнительного образования вам дает. Мы вам говорим добро пожаловать. Нам очень не хватает взаимодействия с вами, потому что система дополнительного образования и педагогов, я честно сегодня первый раз выступаю перед аудиторией, которая вне системы, которой нужно еще что-то про дополнительное образование объяснять.
но мы готовы. У нас есть 3 федеральных ресурсных центра по каждой из направленностей дополнительного образования, которые проводят курсы повышения квалификации, еженедельные вебинары, проводят консультирование. Это наше государственное задание. И это федеральный центр дополнительного образования, который ведет, это ваш прямо про кванториумы и точки роста, это техническая направленность, естественно, научная и туристско-краеведческая в этом центре. В нашем центре развития художественного творчества и гуманитарных технологий это социально-гуманитарная направленность и художественная, и центр методического сопровождения физического воспитания, который занимается физкультурой и спортом, спортивными, школьными спортивными клубами и так далее. Вот такие 3 ресурсных центра. И вчера, Лариса Олеговна, позвольте мне еще одну минутку внимания, при разговоре с коллегами из Алтайского края мы предложили такую возможность, и сегодня я ее анонсирую, на осенних каникулах провести профориентационные смены, короткие, 7-дневные, в режиме в любом. Это может быть дневное пребывание, это может быть с проживанием, это может быть дистанционный формат. Наш центр сейчас организует, на это есть финансирование. Если у вас есть очень крутая программа профориентации, которую вы можете реализовать на осенних каникулах, то вам нужно, вот такой будет алгоритм, согласовать эту программу с нами, дополнительную общеразвивающую программу, образовательную программу, заключить 3-стороннее соглашение, заключить договор, провести, отчитаться и получить деньги. Форматы вы видите с круглосуточным пребыванием, с дневным, с дистанционным. Критерии: вы должны быть образовательной организацией, значит, у вас должна быть лицензия на дополнительное образование. Программа должна соответствовать приоритетным направлениям развития. На следующем слайде вы увидите. Должна содержать образовательный, воспитательный, здоровьесберегающий, профориентационный блок. Категории детей приветствуются все. Социально опасное положение, низкие образовательные результаты, все дети, которые у вас нуждаются в профессиональной ориентации. И здесь есть, у нас есть подрядчик, который выиграл этот конкурс и осуществляет сейчас реализацию этих смен, лучших практик профориентационных. И все контакты, считывайте QR-коды, связывайтесь, и мы обязательно эти смены с вами проведем. На это есть ресурс человеческий, эмоциональный, профессиональный, главное, финансовый. Мы приглашаем вас к сотрудничеству вот в этой сфере. Спасибо большое за внимание. Еще раз спасибо за ту честь выступать сегодня перед вами. Ставьте теперь следующий слайд. Так, ну, я думаю, вы получили удовольствие от того, как Оксана Валерьевна раскрыла перспективы развития дополнительного образования. Очень все так подробно и понятно. Но если какие-либо вопросы у вас возникнут, вы сможете еще раз их задать, и я постараюсь немножечко, несколько минут вот прокомментировать то, что было сказано. Значит, когда начнете продумывать свою систему дополнительного образования в школе, то, конечно же, необходимо обязательно вот учитывать те документы, которые были названы, и следовать вот именно, что, как говорится, букве закона. Ну и теперь вот, пожалуйста, обратите внимание на слайд, который называется «Феномен дополнительного образования». В чем заключается феномен? Дело в том, что вот дополнительное образование, оно осуществляется на протяжении всего календарного года.
учебный год, он длится у нас где-то около 250 часов. Так? И в течение всего этого учебного года здесь есть еще и каникулы, так? Когда дети некоторые не обучаются. Кроме урочной деятельности есть внеурочная деятельность. Но в летний период такое вот обучение, оно прекращается. А вот дополнительное образование, оно может осуществляться параллельно, как в течение учебного года, так совмещаться и с внеурочной деятельностью, и продолжается также и в каникулярное, очень важно, в летнее время. Даже вот когда, например, вы отправляете своих детей в летние лагеря оздоровления и отдыха, то все равно вот этот летний период в детских лагерях, он все равно сопровождается, он реализуется по дополнительным общеразвивающим программам. И таким вот образом в итоге у нас дети охвачены образованием круглый год. Пожалуйста, далее слайд. И модели реализации дополнительного образования разные. Вот первая картинка, первая иллюстрация, она показывает, что дети после завершения уроков или после прохождения кружков, которые реализуются в школе, затем они получают дополнительные образовательные услуги в каких-то других организациях. И это сопряжено порой с какими-то лишними временными затратами, а может даже и денежными затратами, потому что ребенка нужно из школы привести в это учреждение дополнительного образования, увезти, заплатить, может быть, какие-либо денежные средства. А вторая модель, она как раз показывает, что школа становится тем центром, где осуществляется дополнительное образование по разным направлениям. И Оксана Валерьевна говорила о целевой модели реализации дополнительного образования. В Республике Коми эта целевая модель действует, и, соответственно, для каждого ученика, под каждого ученика выделяются определенные денежные средства. Но на эту тему я распространяться не буду, потому что это вне моей компетенции. Как же сделать так, чтобы ребенку стало интересно заниматься дополнительным образованием, чтобы он не попал в те 18%, которые, понятно, тех 18% тех детей, которые не охвачены никакими видами внеурочной деятельности или дополнительного образования. Что может быть привлекательно для детей? Ну, конечно же, первое привлекательно то, что программы дополнительного образования такие вот разнонаправленные и позволяют детям реализовывать свои потребности и какие-то учебные потребности, интеллектуальные запросы, художественные запросы, потребности в спортивном своем развитии и так далее. Но что еще привлекательно? Дело в том, что все программы дополнительного образования, они являются как бы вневозрастными. То есть если я, например, не умею играть в шахматы, я приду в школу, меня посадят рядом с малышами и будут учить играть в шахматы. То есть заниматься дополнительным каким-то образованием можно независимо от уровня своего образования, от каких-то возрастных особенностей, или от состояния здоровья, или от своего какого-то социального статуса. Это может как раз ребенка привлечь. Далее, обращаем внимание на то, что здесь обучение происходит в форме, которая отличается от внеурочной. Здесь больше практических занятий, нежели скучной теории. Не нужно сидеть за партой строго и прямо. Что еще может детей привлечь? Привлекает, конечно же, новое современное оборудование. И проникновение в школу, будем так говорить, самого разного цифрового оборудования или другого технологического оборудования, конечно же, оно очень сильно отличается от того, что было ранее. И как раз-то и Гончарова говорила о том, что порой в учреждениях доп. Образования материально-техническая база отстает, а школа сейчас стала лидером в области совершенствования материально-технической базы. Что еще может ребенка привлечь в систему дополнительного образования? Это отсутствие отметок. Тебя не ругают, тебя хвалят за все, что ты только не сделал.
Это вот очень важно. Далее. При получении доп. Образования ребенок может учиться индивидуально, вот все внимание будет направлено только на него. Или ребенок может учиться в группе и, наконец-то, получит возможность общаться со своими сверстниками в какой-то такой вот неформальной обстановке. Таким вот образом создаются условия и для социализации детей. И вот что говорила Оксана Валерьевна, что особенность современного дополнительного образования, оно должно носить вот несколько еще и профессионально ориентированный характер, чтобы максимально были учтены какие-то особенности развития данного региона или муниципалитета. Но приступая к реализации дополнительного образования в самой школе, и педагог тоже получает преимущество. Ну, например, что может быть лучше, как вот разработать свою собственную программу, которая не стандартизирована, которая не шаблонирована, она вот именно твоя по духу, по сути, по технологии реализации. И вот сегодня вы как раз вот увидите, что педагог может, в дальнейшем у нас презентация будет, педагоги занимаются одним учебным предметом, а дополнительное образование осуществляют совершенно в другой какой-то такой вот своей профессиональной плоскости. Таким образом, через дополнительное образование педагог получает возможность к такому вот неформальному творчеству. И, может быть, даже освоив какие-то технологии в ходе ведения кружков, так, учитель сможет это таким образом потом перенести и на урочную, и внеурочную деятельность. Разнообразит систему дополнительного образования его возможность реализации в сетевой форме. Это тоже очень важно, потому что через сетевую форму в школу приходят специалисты, приходят профессионалы, которые могут стать затем и наставников учеников, что сейчас является очень актуальным. Ну вот, что я хотела обобщить по выступлению Оксаны Валерьевны. Так, ну а сейчас мы послушаем наших коллег из средней общеобразовательной школы села Материк. Это Артеева Екатерина Алексеевна и Немчинова Дарья. Простите, пожалуйста, забыла отчество Дарьи. Пожалуйста. Добрый день! Тема нашего выступления – точка роста, культурно-развивающая образовательная среда. Интеграция общего и дополнительного образования детей предполагает объединение усилий, ресурсов, средств с целью формирования личности учащихся через проявление и развитие каждым ребенком своих интересов. Основа – это свободный выбор, постижение духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, создание общего программно-методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, организация единого педагогического процесса. Интеграция – это способ максимальной реализации функций обучения, воспитания и развития детей. В рамках национального проекта образования 29 сентября 2020 года в нашей школе состоялось грандиозное историческое событие – открытие Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Центр создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. «Точка роста» является центром притяжения социокультурной жизни и проводником новых технологий. На базе центра работают 8 педагогов дополнительного образования. Все они являются учителями-предметниками нашей школы. Все педагоги прошли обучение на курсах «Гибкие компетенции проектной деятельности» на базе детского республиканского технопарка «Кванториум» и в муниципальной школе педагогов дополнительного образования города Усинска. В Центре «Точка роста» занимаются учащиеся с 1 по 11 классы. 132 ученика. Дополнительным образованием ребята занимаются во второй половине дня. Кружки работают по утвержденному расписанию. Занятия проводятся с понедельника по пятницу
с 13:30 до 18 часов. Центр «Точка роста» осуществляет свою деятельность на основании положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Составлены и реализуются программы дополнительного образования. Это робототехника для учащихся 1-4 классов, робототехника для учащихся 5-11 классов, шахматы, компьютерный дизайн, 3D-моделирование, сценическая речь, секреты актерского мастерства, школьная медиастудия, вместе с РДШ и азбука анимации. Параллельно ведется работа в реализации социально-культурных мероприятий, разрабатываются проекты, ведется исследовательская работа. Руководителем кружка робототехника в 5-11 классах является Гусев Евгений Анатольевич, учитель математики и информатики. На занятиях кружка ребята собирают и программируют различные модели, такие как умный робот-автомобиль, квадрокоптер. Также ребята разработали и создали учебный проект метеостанции. Разработанное учебное устройство метеостанции имело возможность измерения и индикации температуры, влажности и давления. Полученные устройства ребята используют на уроках физики. Кружок робототехника для 1-4 классов ведет Немчинова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов. Ребята делают первые шаги в робототехнике. Они увлечены роботоконструированием, с интересом и желанием конструктируют модели, используя механические передачи, создают и программируют движущиеся модели и управляют ими в компьютерно управляемых средах, создают простейших роботов. Учащиеся приняли участие во всероссийском конкурсе по лего-конструированию «Мир Лего». Ребята стали победителями в данном конкурсе. Кружок шахматы. Руководителем данного кружка является учитель английского языка Истомина Ольга Захаровна. Учащиеся 1-11 классов с большим желанием посещают данный кружок. В процессе обучения детей шахматам большое значение имеет участие обучаемых в шахматных соревнованиях. Дети воспринимают шахматы именно как игру. В течение учебного года проведено 2 шахматных турнира по круговой системе. Турниры были посвящены Дню защитника Отечества, 100-летию Республики Коми и 150-летию села Мутный Материк. Победители и призеры награждены грамотами. Руководителем кружка «Компьютерный дизайн» является учитель русского языка и литературы Артеева Екатерина Алексеевна. Руководителем кружка «Азбука анимации» Терентьева Татьяна Александровна, учитель языка и литературы, русского языка и литературы. Ребята в данных кружках работают с декоративными надписями и их редактированием, оформляют фотографии, создают буклеты, кадровую ленту, рисунки, коллаж, работают с световым балансом, создают и озвучивают видеоролики, веб-трейлеры и мультфильмы. 3D-моделирование. Руководителем данного кружка является учитель технологии Артеева Нина Павликовна. Ребята с удовольствием посещают кружок, на котором знакомятся с принципами и инструментарием работы в трехмерных графических редакторах, возможностями 3D-печати. Ребята с большим желанием составляют модели самолетов и машин. Полученные знания учащиеся применяют для подготовки мультимедийных разработок по различным предметам. Кружок «Сценическая речь», руководителем которого является педагог дополнительного образования Артеева Вера Вениаминовна. Дети с удовольствием импровизируют, фантазируют, проявляют творчество, с интересом участвуют в играх, инсценировках, они эмоционально выразительны в речи, в движениях. Дети, посещающие кружок «Сценическая речь», участвуют в различных школьных и сельских мероприятиях, читают стихи, выполняют роль в драматизации сказок, произведений и поют песни. Руководителем кружка «Секреты актерского мастерства» является учитель изобразительного искусства Канева Лидия Михайловна. Работа кружка направлена на духовно-нравственное и творческое развитие личности ребенка. С подготовленными постановками коллектив кружка принимает участие в различных акциях и мероприятиях.
Также ребята посещают детский сад, где для воспитанников показывают подготовленные постановки. Наша школа идет в ногу со временем. В жизни школы происходят различные изменения. По просьбе учащихся и родителей в этом году в центре «Точка роста» появились 2 новых кружка. Это кружок «Вместе с РДШ», руководителем которого является старшая вожатая Канева Лидия Михайловна. И кружок «Школьная медиастудия», руководителем является учитель географии и биологии, социальный педагог Немчинова Дарья Андреевна. В Центре «Точка роста» реализуются общеобразовательные программы по учебным предметам технология, информатика, ОБЖ с максимальным использованием материально-технической базы «Точки роста». Компьютерного оборудования, 3D-принтера, используются учебные манекены-тренажеры, манекены для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, искусственной вентиляции легких, извлечения инородных тел из дыхательных путей. В кабинетах центра проводятся уроки и по другим учебным предметам. В течение года двери Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» открыты для всех желающих. Наш центр посетили воспитанники детского сада, побывали на занятиях кружка шахматы, робототехника, компьютерный дизайн. Ребята познакомились с квадрокоптером и с интересом наблюдали за движением робота-машины. А члены кружка «Компьютерный дизайн» показали малышам мультипликационный фильм «Люба-Любознайка», созданный ребятами в программах Sony Vegas Pro. Девочки 8 класса рассказали будущим первоклассникам о принципе создания рисунка, о создании анимационных слайдов, а в конце мероприятия малыши с удовольствием поработали в приложении Microsoft PowerPoint и создали красочные рисунки. На занятиях по шахматам дети изучали названия фигур и их расстановку на игровом поле, проверили свои силы и способности в игре в шахматы. В течение учебного года на базе центра проводятся конкурсы, исследовательские работы, познавательные мероприятия, шахматные турниры, интеллектуальные мероприятия, встречи, совещания, собрания членов волонтерского движения, юноармейского отряда и РДШ. В центре проводятся мероприятия не только в учебное время, но и в каникулярный период. В кабинетах Центра «Точка роста» также проводятся мероприятия для родителей, встречи, собрания, дискуссии, круглые столы. Члены кружка «Компьютерный дизайн» и «Азбука анимации» приняли участие в региональном веб-квесте «Открывая двери в Коми-вселенную». Ребята выполнили 3 блока заданий. В процессе прохождения роли географ участники исследовали территории Республики Коми на наличие уникальных природных объектов и подготовили виртуальную экскурсию с возможностями сервиса Google карты. В процессе прохождения роли экскурсоводов участники представили авторский онлайн-путеводитель по родной местности в формате аудиогида. В процессе прохождения роли шеф-повар участники продемонстрировали свое кулинарное мастерство и показали процесс приготовления одного из блюд традиционной коми-кухни. Учителя школы постоянно проводят работу, направленную на всестороннее повышение своего профессионального мастерства и развитие творческого потенциала, на достижение оптимальных и качественных результатов образования, воспитания и развития учащихся, повышая собственную профессиональную компетентность путем саморазвития и самообразования, участвуют в онлайн-вебинарах, методических семинарах. Педагоги дополнительного образования приняли участие во Всероссийском методическом семинаре для руководителей и педагогов детских технопарков «Кванториум» на базе образовательных организаций. В заключение хочу сказать, что интеграция дополнительного и общего образования – это, во-первых, развитие личной мотивации и удовлетворение интересов учащихся, и, во-вторых, она помогает самореализоваться в полной мере не только учащимся, но и непосредственно педагогам. Спасибо за внимание.
Поблагодарим коллег из средней общеобразовательной школы села Мутный Материк за такой подробный рассказ о том, как же осуществляется на базе их образовательной организации дополнительное образование. Вы, наверное, обратили внимание, что при перечислении программ коллеги называли, а какой же учитель какого предмета ведет ту или иную программу. И, наверное, вы таким образом уже поняли, что вот реализация дополнительного образования, она еще позволяет решить такую вот очень важную проблему, как занятость учителя в малокомплектной школе. И действительно, вот такое вот разнообразие кружков, которые нам показали, так, показывает нам и вот этот вот весь охват детей от самых маленьких до старшеклассников. Это очень-очень хорошо, что действительно школа становится вот именно той средой, где создаются условия для развития, посмотрите, и детей, и самих педагогов, и родителей. И, конечно же, мы пожелаем педагогам этой школы крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. Ну и в завершении несколько слов еще, пожалуйста, Дмитрий Валерьевич, слайд. Так. Речь пойдет у нас о программах дополнительного образования, то есть как их правильно оформить. Внизу мы видим, вот красным цветом написано, на какое еще письмо Министерства образования нужно обратить внимание. Так, пожалуйста, потом посмотрите. Далее, можно нажимать. Вот, ага. Так, и обращаю ваше внимание к разделу «Точка роста» на официальном сайте образовательной организации. Значит, здесь должны быть обязательно представлены в подразделе «Образовательные программы», программы дополнительного образования, они перечисляются, и желательно, чтобы было указано, кто ведет данные образовательные программы. Так, такой вариант возможен. Так, или вот такой вот вариант. Так, чем этот вариант хорош, в чем его плюс? А в том, что здесь указано, что перечень учебных программ на базе Центра образования «Точка роста». Вот, это вот очень важно, чтобы на официальном сайте, во-первых, был сам раздел «Точка роста» в официальном меню, и чтобы был этот вот раздел, подраздел уже образовательные программы. Так, следующий слайд. Вот в школе села Мутный Материк оформлен вот таким вот образом. Ссылка на дополнительное образование. Очень хорошо. Ссылки работающие. И здесь указано не только, когда размещена данная информация, но когда произошли какие-то изменения, какие изменения были внесены в данный подраздел. И обращаю сейчас ваше внимание на оформление программ. Вот это тоже можно взять в качестве образца. Оформление программ дополнительного образования. Думаю, все программы так оформлены в этой школе, где директором Канев Андрей Анатольевич. Посмотрите, такой вот однотипный подход. Все очень ровненько, все выполнено одним шрифтом. Стоят даты, когда все рассмотрено, утверждено, и здесь представлена электронная подпись директора школы. Ну и более такой увеличенный вариант. Так, вот посмотрите, пожалуйста. Так, но только вот чего здесь не хватает, простите, пожалуйста, Андрей Анатольевич, так, здесь нужно обязательно указать с использованием ресурсов «Точка роста». То есть, еще раз повторяю для всех, что мы используем федеральные денежные средства, так, субсидии, и демонстрируя через официальный сайт, демонстрируем через титульные вот такие вот листы программ, что действительно эти средства, они идут именно по назначению. Так, ну вот сейчас, да, у нас еще есть один вопрос, это критерии эффективности. Что же будет являться критерием эффективности? Конечно же, это будет являться показатели качества образования в данной школе.
Так, это будет процент, это будет повышение качества образования, это будет больше хороших отметок у детей, это будет меньше правонарушений, это будет больше грамот, это будет больше наград, это будет, самое важное, глубокое удовлетворение от того, что сделано. Ну а показатель, у нас есть единые требования федеральные, это процент охвата детей дополнительным образованием, чтобы этот показатель, он соответствовал федеральным требованиям. Ну, допускается, что кто-то, может, и не выберет дополнительное образование, но мы стремимся к тому, чтобы был стопроцентный охват. Так, обратная связь. Так, обратная связь, извините. Так, ну что же, обратная связь. Связаться вы можете со мной, как всегда, по телефону. 28 60 11, дополнительный 318. Пишется электронный адрес очень просто. id.novikova@kri.ru. Так, и у меня, подождите, еще последний слайд должен быть, по идее. Все, да? Так, ага. Не туда поставила, простите. Так, я хочу анонсировать следующий наш семинар. Этот семинар будет посвящен формированию функциональной грамотности при обучении детей приемам оказания первой медицинской помощи, опять же, с использованием ресурсов центра «Точка роста». Информационное письмо уже разослано в управлении образованием муниципалитетов, и хотелось бы, чтобы здесь было у нас больше участников. Можно записать, сделать видео, можно сделать презентацию с озвучиванием и переслать нам ссылку на Google Диск или каким-либо другим способом современным доставить эту информацию. То есть совершенно не обязательно сюда приезжать, но вовремя предоставить тот материал, который вы хотите транслировать. И в информационных письмах есть такое приложение, которое вы должны заполнить. Педагоги, которые захотят транслировать свой опыт по данной тематике, так, они должны заполнить заявку, и одна из рубрик этой заявки состоит в том, чтобы обязательно нужно указать тему опыта, то есть тему своего педагогического опыта, какой вид функциональной грамотности вы формируете, какой вид оборудования используете и какой прием первой медицинской помощи таким образом у детей формируется. Вот это вот обязательное требование, потому что приемам, которым мы обучаем детей по оказанию первой медицинской помощи, не так уж и много. Есть базовый определенный набор, и мне бы не хотелось, чтобы у нас было несколько однотипных каких-либо трансляций. Есть, конечно, и более сложные приемы оказания первой медицинской помощи. Я бы хотела, наверное, их посмотреть и показать всем. Вот все, что я хотела вам сказать. Желаю крепкого здоровья. До свидания. До 24 февраля. Всего доброго.